Здравствуйте. В эфире специальный выпуск программы «7 дней плюс». Мы работаем в нашей выездной студии в Казань-Экспо, где в середине мая проходил международный форум «Россия. Исламский мир». И в нашей студии сегодня гости из Кыргызстана. Это Урмат Канатбекович Такиров, директор Центра «Кыргыз-экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Добрый день. Здравствуйте, Зуфар. Здравствуйте. Насколько я понял, в предварительной беседе вы здесь впервые, да, на этом форуме? Да, в целом наша организация – это новая организация. Нашим правительством, руководством страны сейчас ведется очень большая работа относительно увеличения экспортного потенциала нашей страны. И, соответственно, была создана такая структура, как Центр «Кыргыз-экспорт» при Министерстве экономики и коммерции. В наши задачи входит поддержка наших отечественных производителей для выхода на внешние рынки. Поэтому для нас этот форум он является возможностью для выстраивания торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, в частности, с Республикой Татарстан. Для нас очень важно в рамках данного форума именно показать возможности сотрудничества по поставкам продуктов питания именно халяль. Почему? Потому что вы знаете, что основное население Кыргызской Республики – это мусульмане, и мы также сегодня очень развиваем систему сертификации халяль. У нас даже есть уполномоченная организация, Центр по халал-индустрии. И мы, в свою очередь, сегодня представили различные компании, которые заинтересованы в выходе на рынок Республики Татарстан. И по итогам мы надеемся, что потребители, жители республики почувствуют, насколько продукция из Кыргызстана она уникальная. Мы также привезли, например, традиционные напитки наши, кыргызские напитки, которые очень тоже, я думаю, понравятся покупателям и потребителям. Это какие? В частности, вот как пример приведу, у нас есть в традиции курут, и у вас, и у нас. А у нас в южной части Кыргызстана производится, например, жидкий курут. И сегодня мы, когда даем пробовать жителям республики данный напиток, для них это новинка, для них это как инновация. Но я вам скажу, что у нас общие традиции. Мы и вы были кочевниками, у нас в быту отразилось это все. Данный напиток, например, потребляли кочевники зимой. Они делали жидкий курут, горячий, потом туда ложили борсоки, топленое масло. Все это был быстрый перекус для кочевника, который... Кисломолочный продукт? Да, кисломолочный продукт, который быстрый перекус, при этом в нем есть белок, необходимые все вещества для того, чтобы человек, скажем, в жестких условиях для кочевника мог быть здоровым, энергичным и продолжать жизнедеятельность свою. Поэтому мы думаем, что данная продукция, традиционные напитки, жидкий курут, они очень понравятся жителям. Его обязательно греть или можно так пить? Нет, его пьют два способа приготовления. Это можно пить его как обычный айран или чалап, есть такие напитки. Его можно пить и холодным, и можно пить его, делать из него и горячий просто напиток пить, как просто горячий напиток зимой. И можно как и даже перекус сделать из него. Вот вы сказали, про халяль-индустрию. Да. Но до сих пор, много лет уже об этом мы говорим, но все равно еще многие думают, что халяль – это там, где нет свинины. На самом деле это же не так, это же все-таки особые технологии. В Кыргызстане и в Татарстане, если вы, конечно, знакомы с халяль-индустрией Татарстана, эти требования, они похожи или все-таки чем-то различаются? В целом, вы знаете, что существуют организации международные, которые хотят привести к общему стандарту халяль, чтобы продукция, которая будет с таким знаком, могла без проблем заходить на страны, где, например, для потребителей это очень важно, чтобы продукция была в соответствии с правилами забоя, например, или приготовления продукции. Это очень важно, соблюдать все необходимые базовые вещи. Это как стандарт. На самом деле халяль – это стандарт. Это добровольный стандарт, международный стандарт, который используется при поставках продукции на страны, где большинство жителей исповедуют ислам, и для них это очень важно. Это не только, получается, отсутствие свинины. На самом деле в нем очень много даже прикормления скота, есть определенные требования, при производстве продукции, при даже упаковке. У нас, например, был кейс, когда одна иностранная компания хотела зайти на рынок, мы как рассматривали кейс,
европейская компания, у них все производство и выращивание, все было соответствует халяль, но на упаковке они почему-то как-то случайно, у них было изображение свиньи, да, например. И они, оказывается, пытались зайти на рынок арабских стран, то им вообще в черный список поставили. Да. Ну, как-то случайно. То есть очень важно учитывать в том числе маркировку, дизайн упаковки. Я знаю, что были неудачные случаи, когда, вот, например, есть упаковка, например, колбасных изделий. Она делается и тоже из продукции животного происхождения. И там, например, даже вот эта пленка, если она произведена из свинины, уже не пойдет. То есть, когда производство в одном месте производится и продукция из свинины, и там же производится, там не может уже продукция быть халяльной. То есть, есть определенные нюансы, и эти нюансы очень важны для соблюдения стандартов. И мы надеемся, что данная площадка, как конференция «Россия и исламский мир», она тоже выявит, да, проблемы в этом вопросе, да, в части развития сертификации халяль. И с другой стороны, она позволит всем производителям, которые в Российской Федерации работают, в странах Центральной Азии, да, Закавказья, Ближний Восток, чтобы разговаривать на одном языке. Почему? Потому что мы должны заботиться о потребителях. И в свою очередь потребитель должен спокойно потреблять продукцию, которая соответствует его требованиям. Ну, не только же, наверное, про продукты вы сюда привезли, да? Не Да. только об этом речь. Нет, что вот еще может быть, да, что на вот самом интересно деле вам? у нас большая делегация. В частности, мы как бы ответственны за выставку, да, участие в выставке. У нас есть стенд. В этом году мы сделали такой красивый, красочный стенд для того, чтобы привлечь внимание, да, общественности и потребителей, и бизнес-покупателей, так скажем, да, партнеров для развития, да, отношений с Республикой Татарстан. Но в нашей делегации также есть представители уполномоченных органов в вопросах туризма развития. Это Фонд развития туризма Кыргызской Республики. Также есть у нас организации, такие как Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики, которые ответственны за развитие, например, инвестиционных проектов в сфере туризма или развитие в целом, да, продвижения туристических продуктов. И в том числе вы знаете, что очень популярным, да, сейчас идет направление именно рынок Ближнего Востока. Очень большой рынок, специфичные требования. Когда у них жарко, они пытаются, да, отдохнуть от жары в странах, где попрохладнее. И, соответственно, и проживание, и питание, и все как бы так рекреационные, скажем, услуги, они должны соответствовать требованиям, да, скажем, шариата, и, соответственно, они должны быть, соответствовать требованиям этого сегмента, да, покупателей. И, соответственно, есть такое понятие халяль-туризм, да, что он должен как бы максимально приближен так скажем, требованиям покупателя. Потому что забота о покупателе – это основа для развития бизнеса. И мы, значит, здесь сегодня, обсуждая разные вопросы, в том числе в сфере туризма, или там фэшн, или продуктов питания, везде сегодня все разговаривают с прицелом на потребителей. То есть все заинтересованы в развитии вот именно максимального, да, соответствия продукции и сервисов для конечного потребителя. В частности, вот мы сегодня говорим про Республику Татарстан. Нам очень важно, чтобы в Татарстане люди не беспокоились о продукции, да, как она была произведена, что в ней и так далее. Самое важное, чтобы мы сегодня могли определить важные моменты и прийти к общему пониманию в этом вопросе. А продукция Татарстана, допустим, для Кыргызстана, какая интересна, чем интересна? Ну, на самом деле, как бы, наверное, этот вопрос, наверное, не к нам, да. Почему? Потому что наша задача – это именно продвижение продукции из Кыргызстана. Но в нашей делегации также есть члены торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики. Они, в частности, являются тоже, так скажем, организацией, которая связывает бизнес-круги. Я знаю, что, например, многие производители продукции промышленного, да, производства заинтересованы в открытии, например, совместных предприятий на территории Кыргызской Республики. И это, в свою очередь, позволит увеличить, да, рынок сбыта для производства, скажем, made in Татарстан, но не знаю, как бы правильно ли это говорить, но производство, которое выходит из данного региона. Для нас очень важно развивать разные направления торгово-экономического сотрудничества,
в том числе в области промышленности, в области туризма, в области, например, интеллектуального, да, развития креативных индустрий. Мы видим колоссальный прорыв Республики Татарстан в области развития технопарков. Для нас эта практика, например, очень, мне кажется, нужна, и мы готовы изучать данный опыт тоже, составить делегации. Вот наши есть ключевые, да, министерства, ведомства, которым вопрос данный является очень важным в части развития потенциала страны. И поэтому для нас работа с промышленностью и с технопарками для нас является тоже приоритетом. Ну, пока мы ушли в эту студию, да, в нашу студию, я вот обратил внимание, что вы знакомых встречали, причем не из Кыргызстана, а из других стран. То есть такой форум, он, опять же, объединяет, да? На самом деле, такие площадки, они нужны для того, чтобы выстраивать и закреплять отношения. Потому что, да, мы понимаем, экономика движет развитие страны, но мы должны понимать, что дипломатические связи и связи международные, они являются основой для того, чтобы потом эти проекты начинались. Потому что если ты не выстраиваешь отношения международные, как можно говорить о готовности другой стороны к переговорам или конкретным действиям? Соответственно, мы должны понимать и социально-культурные различия, да, в разных культурах, и мы должны поддерживать отношения, больше понимая, например, сторону, да, партнерскую сторону. Мы понимаем, что в реализации проектов, да, есть необходимо учитывать особенности, да, законодательные, например, особенности бизнес-среды или даже социально-культурные особенности, которые не должны помешать в реализации совместных проектов. Поэтому эти площадки, они являются замечательной возможностью для укрепления этих отношений, обмену каких-то срочных сообщений, так скажем, что вот мы, например, запустили это, или мы в ближайшее планируем начать вот эту инициативу. И таким образом мы, посылая сигналы нашим партнерам, стараемся укрепить, закрепить и улучшить коммуникации с нашими партнерами в разных странах. Вот говоря все-таки о коммуникациях, да, с Республикой Татарстан мы давно уже сотрудничаем, да, вот на каком этапе, по вашей оценке, сейчас вот сотрудничество Кыргызстана, Татарстана? Ну, в целом, для нас Российская Федерация является рынком номер один. То есть на протяжении многих десятилетий это является рынок номер один. И, соответственно, для нас работа с регионами Российской Федерации является приоритетом. Как вы знаете, у нас очень развиты культурные отношения. У нас есть диаспора татарская в Кыргызской Республике. Мне кажется, если развивается ваша страна, ваш регион, для нас это возможность, и чтобы развивать свою страну. Потому что через торговлю как бы богатеют обе стороны. То есть мы у вас что-то покупаем, в свою очередь мы что-то продаем, и таким образом развивается экономические связи, а через это развивается и социально-экономический уровень наших стран. Поэтому мы только за, чтобы развивать и укреплять отношения с Республикой Татарстан и с другими регионами Российской Федерации. И в свою очередь я хочу отметить, что в какой-то степени Республика Татарстан сегодня является таким, можно сказать, точкой роста, да, для региона, для развития новых идей, новых проектов. Мы надеемся, что у нас много что еще будет впереди. И у нас светлое будущее в наших отношениях. Спасибо, да, интересные мысли, да, развивая отношения, развивая других, развиваемся сами. Да. Это была программа «7 дней плюс», специальный выпуск. Мы работали на международном форуме «Россия. Исламский мир». И у нас в гостях был представитель Кыргызстана Урмат Канатбекович Такиров, директор центра «Кыргыз-экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Республики Кыргызстан. Спасибо большое. Всего доброго, удачи. Спасибо большое. Всем удачи. Спасибо. Здравствуйте, в эфире специальный выпуск программы «7 дней плюс». Наша выездная студия работает на Казань-Экспо, где проходит международный форум «Россия. Исламский мир». Проходил, вернее, в середине мая. И у нас в гостях сегодня представитель Государственного музея, Государственного культурного центра Туркменистана Гочмурат Шарыев. Здравствуйте. Добро пожаловать на татарстанскую землю. Вы здесь в первый раз? Здравствуйте.
конечно, я здесь сегодня впервые, то есть впервые в вашей республике, в республике Татарстан. И, знаете, я очень рад здесь побывать. У вас прекрасный, замечательный город, замечательная природа, замечательная инфраструктура. В общем, мне все понравилось. И, конечно же, у вас очень добрые люди, улыбчивые, везде улыбаются. Да? Конечно, успели пообщаться. И, надо сказать, они нас очень хорошо встретили. И, конечно же, отдельную благодарность хочу сказать организаторам этого прекрасного форума. Все организовано просто на высшем уровне. Что вы сюда привезли, чем вот удивляете гостей форума? Наша страна уделяет огромное внимание на культурное наследие. Нашему культурному наследию, то есть культурному наследию Туркменистана, 5000 лет. Мы в этот форум принесли с собой наше национальное достояние. Наше национальное достояние – это, конечно же, туркменский ковер, туркменские ювелирные украшения. Мы с тобой принесли книги нашего уважаемого национального лидера Туркменистана. Также принесли с собой книги нашего уважаемого президента Туркменистана. Также, кроме национального достояния, кроме культурного достояния. Кроме культурного достояния в нашей стране также уделяется большое внимание частному сектору. То есть мы также принесли с собой различные продукты, различные пищевые продукты, которые именно производят в Туркменистане. Вот, если вы были в нашем павильоне, вы, наверное, заметили, что у нас производят, можно сказать, любой пищевой продукт. То есть какие-то можно назвать именно вот туркменские национальные блюда, которые обязательно нужно попробовать? Туркменские национальные блюда. Я вам советую попробовать наше национальное блюдо, которое называется дограма. Что это такое? Сейчас мне надо сформулировать теперь. Из чего оно делается? Да, вот что там, какие продукты? Дограма делается из лепешки хлеба. Это национальный хлеб, называется петир. Хлеб петир пекут в тамдыре. Тамдыр – это специальная установка, национальная, печка, да, специальная установка национальная для выпечки хлеба. Вот. Сначала пекут хлеб, который называется петир, а потом этот хлеб надо мельчать, сидя рукой. Это обязательный процесс. Надо вот мельчать, вот такие маленькие они становятся. Потом надо разрезать мясо, потом лук, а потом все это надо смешивать вместе. Тоже обязательно вручную. 2 человека все это смешивают, потом изготавливают суп, потом дограму, то, что у нас получилось, кладут в тарелку, а сверху наливают суп. И получается национальное блюдо туркмен, которое называется дограма. Очень вкусное блюдо. Если вы у нас побываете, я вам обещаю, мы вам обязательно все покажем. Вы все попробуйте. Спасибо. Надо будет постараться приехать. Да. Обязательно. А из татарской кухни уже что-то попробовали? Что-то есть? Это похожее, может быть, что понравилось? С татарской кухни, к сожалению, я пока еще не успел попробовать, но в планах имею. В планах есть обязательно попробовать татарскую кухню. Пока что я попробовал только чак-чак. Очень вкусно. Да? Очень вкусно. У нас тоже есть прототип чак-чака. У нас чак-чак называется шек-шеки. То есть похоже все похоже название, да? Тюркские народы. Да. То есть у нас много общего. Очень много общего, очень много. Я когда прилетел в Казань, в аэропорту, услышал голос девушки, которая говорит о рейсах. Улетает рейс, прилетел рейс. Я сначала подумал, что эта девушка разговаривает на туркменском. Да, очень много. Домой прилетели, да? Конечно, очень много похожих слов, как-никак тюркские народы. У нас один корень.
Но я вот наблюдал около вашего стенда, вашего павильона, всегда очень много людей. Вот чем интересуется, что вот привлекает внимание? У вас такой богатый такой павильон. В первую очередь привлекает внимание большой колорит цветов. Большой колорит цветов туркменских ковров особенно. Туркменские ковры, это ковры, я так скажу, туркменский ковер один из самых дорогих ковров во всем мире. Это очень тяжелый ручной труд. Туркменский ковер ткется ручным образом, то есть каждый узелок в туркменском ковре вяжется вручную, прям каждый узелок. А в среднем туркменском ковре узелки могут достигать нескольких тысяч. И вы представьте, каждый узелок надо вязать вручную. И наверняка все это женщины делают. Женщины делают, наши прекрасные женщины. И ковровое искусство у туркмен передается от поколения в поколение, то есть от матери к дочке. Также при создании туркменского ковра используются натуральные краски. Вот самые настоящие натуральные краски. Также наш туркменский ковер отличается своими прекрасными узорами. Каждый узор туркменского ковра имеет свой особый смысл. То есть это не просто там вот как пришло в голову, Нет, так нарисовали, это не просто то, что пришло в голову. Там сказка какая-то. Там прям каждый узор имеет свой смысл. Прям каждый узор. Вы увидите туркменский ковер, вы спросите у туркмен, вот покажете пальцем, вот, например, на любой узор, они вам скажут смысл этого узора. Интересно. Вот в начале нашего разговора вы сказали, что вот у нас вот много общего, в том числе вот и язык, да. Но наша республика с вашей страной давно дружит. Да. Уважаемый раис Татарстана Рустам Нургалиевич является частым гостем в нашей стране. Вот буквально недавно тоже прилетал в нашу страну. Они общались с нашим уважаемым президентом Сердаром Бердымухамедов. Также уважаемый раис Республики Татарстан встречался с нашим уважаемым национальным лидером туркменского народа. И я вот хочу поблагодарить наших руководителей, то есть нашего президента уважаемого, нашего национального лидера и уважаемого раиса Республики Татарстан за то, что сохраняют уже в течение нескольких лет эти прекрасные, замечательные дружеские отношения. Благодаря этим дружеским отношениям мы можем прилететь в вашу страну, познакомить уважаемых людей из Республики Татарстан с нашей культурой. Я в 2022 году удостоился чести провести экскурсию уважаемому раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу. Этот день один из незабываемых дней в моей жизни. Вот. Прекрасный человек, замечательный. Он после экскурсии поблагодарил за экскурсию. Никогда не забуду этот день. Что вот вы интересовало во время экскурсии? Что спрашивал, что рассказывали сами? Вот. Я тогда во время экскурсии уважаемому раису Республики Татарстан рассказывал также про национальное достояние туркменского народа, про ахалтекинского скакуна, про туркменского алабая и, конечно же, про туркменские ковры. Знаем, алабая он от вас, наверное, привез тогда, да? Подарок. Вот. Да, мы знаем, что уважаемого раиса Республики Татарстан есть туркменский алабай. Мы знаем, как его зовут. Его зовут Агдус. Мы должны завершать наше общение. Да, вот, что мы еще должны добавить, что-то вы, может быть? Я хочу поблагодарить организаторов этого замечательного форума. Также хочу поблагодарить нашего национального лидера туркменского народа,
нашего уважаемого Аркадага. Также хочу поблагодарить нашего уважаемого президента, героя Аркадагла Сердара. Также хочу поблагодарить уважаемого Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова. Я повторю, за то, что они сохраняют дружеские отношения и создают такие замечательные условия для дальнейшего продвижения, совместного продвижения наших дружеских стран и наших народов. Уверен, да, что эта дружба будет не только продолжаться, она еще будет крепче и шире. Спасибо большое. Это была программа «7 дней плюс», наш специальный выпуск с Международного форума «Россия. Исламский мир».